Арктика. Площадь Арктики составляет около 27 миллионов квадратных километров. Страной с самой большой арктической зоной является Россия. Регион, о котором пойдет речь в нашем фильме, крупнейший ее субъект, площадью более 3 миллионов квадратных километров. Только вдумайтесь, ведь это 17% от всей площади Российской Федерации и свыше 2% от общей площади суши. Якутия. Республика Саха. Самое крупное в мире административно-территориальное образование. Большая часть Якутии находится в арктической зоне. С давних пор здесь проживали народы, для которых Арктика является домом. Якуты, эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, долганы и многие другие. Они, как и их предки, вели кочевой образ жизни и преимущественно занимались традиционными промыслами – оленеводством, охотой, рыбалкой. Но, как говорится, время не стоит на месте. Вместе с освоением Арктики и Крайнего Севера пришли и новые веяния. Начались первые торговые отношения с центральной частью региона. Это, безусловно, поспособствовало развитию всего края. Однако отсутствие дорог, по которым можно было бы с легкостью доставлять любые необходимые товары, оказалось настоящей проблемой. Якутская Арктика – это, как бы посмотреть, это чуть больше половины нашей республики, территория – это Якутская Арктика. Это где-то чуть больше 1,5 миллиона квадратных километров. Если мы говорим, наша Якутия – это 5 Франций, да, то считайте, что 2,5 Франции – это Якутская Арктика. В ней 13 районов, арктических районов, проживает чуть более 67 тысяч населения. У нас Арктика, вся транспортная логистика, то есть передвижение, идет по бассейновому признаку, то есть по бассейнам рек. Это Оленек Анабарский, потом Ленский, Янский, Индигирский, Колымский группы районов. В летний период дорог нет совсем, поэтому снабжение севера старались производить в летний навигационный период по основным водным артериям Якутии и по путям воздушного сообщения. Задача по снабжению арктического района Якутии продовольствием и товарами первой необходимости всегда была первоочередной. На сегодняшний день основная нагрузка обеспечения арктической зоны Якутии легла на плечи акционерного общества «Якутоптторг». Компания была создана в результате слияния двух организаций – Туймада Агроснаб и Якутоптторг в 2019 году. Основная проблемная зона нашего предприятия состояла в том, что все инфраструктурные складские помещения, условия хранения товара в арктической зоне не обновлялись порядка 40 лет. Поэтому мы очень сильно двигались в этом направлении, чтобы обновлять нашу базу для того, чтобы улучшать качество обслуживания населения, увеличивать объем поставки социально значимых продуктов питания. И в конце 2020 года в своем обращении, ежегодном обращении, глава республики Сен Сергеевич Николаев 2021 год поставил задачу построить 2 новых торговых центра. Это был Усянский район и Абыйский район. Сразу же после основания компания взяла курс на улучшение качества доставляемых продуктов. Склады хранения продуктов обветшали и не соответствовали требованиям хранения. Схема доставки грузов нуждалась в доработке и оптимизации, и вся эта работа требовала наличия профессиональных кадров. Поэтому решение об объединении 2 больших организаций стало действительно важным и вовремя принятым. Со всеми поставленными на сегодня задачами компания справляется своевременно. В летней навигации, значит, мы планировали завести порядка 450 тонн овощей. Они все доставлены, навигационные планы полностью выполнены. Ну и сейчас работаем над выполнением увеличенного плана доставки овощей авиационным транспортом. И после Нового года уже, как откроются зимники, будем доставлять зимниками. Как показала практика, стратегия компании по развитию и обустройству торгово-логистических центров, расположенных в определенных местах, это стратегия лучшего обеспечения населения продуктами и другими товарами. Проект оказался очень эффективным, поэтому в текущем году мы получили поддержку Министерства развития Дальнего Востока и Арктики
И нам выделили федеральное финансирование в районе 1 миллиарда рублей. Поэтому в этом году мы начали строительство сразу 5 объектов. Это в Жиганске, в Тиксе, в Черском, в Среднеколымске и в Зырян. Наш отдел капитального строительства занимается функциями технического заказчика и застройщика. То есть у нас идет полный цикл с начала проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Самый сложный, на мой взгляд, это были 2 торгово-логистических центра. Это Белая гора и Усть-Куйга, так как они были первые. Благодаря такому подходу расширилась география охвата компании по снабжению. Это помогает не только сдерживать рост цен на продукты, но и значительно увеличить объемы завозимых товаров. Цены на социально значимые продовольственные товары основного и расширенного ассортимента формируются по каждому улусу отдельно. Единственное исключение составляет социально значимые продовольственные товары основного ассортимента, которые включают в себя муку, сахар, соль, макаронные изделия. На эти товары формируются единые цены для всех улусов. Субсидии на возмещение транспортных расходов значительно влияют на формирование цены. Конечная цена становится ниже. В сравнении со старой схемой поставок, такой подход проявил себя с наилучшей стороны. На ту же сумму субсидированных средств сейчас завозится больше товаров. А если сравнивать цены на базах Якут-Оптторга с ценами других местных магазинов, то разница весьма ощутима. Сейчас торгово-логистические центры успешно функционируют в Усть-Куйге и Белой горе. Такие же центры уже строятся в Верхнеколымском, Среднеколымском, Жиганском и Нижнеколымском районах. И в планах компании создание еще нескольких. Летний навигационный период. Пора самой жаркой работы по завозу товаров по водному пути. Поэтому заполнение и складирование товаров в торгово-логистические центры производится в основном летом. Все дело в том, что летом до отдаленных мест республики по-прежнему не добраться в связи с отсутствием автомобильных дорог. И только по воде возможно осуществлять перевозки больших объемов. Тем более, что себестоимость товаров, доставленных водным путем, намного ниже. Сейчас у компании 5 кораблей, 2 сухогруза, 2 теплохода-рефрижератора и 1 толкач-буксир. Основные реки Якутии освобождаются ото льда в конце мая. Но если говорить об арктической навигации, то выход к морю через реку Лена открывается только к 20 июля. И начиная с этого периода и до официального завершения водной навигации, суда компании спешат снабдить республику всем необходимым. Лена, Яна, Индигирка, Колыма – эти реки – основные пути сообщения арктической зоны Якутии. Суда компании загружаются всем необходимым в порту Якутска и следуют до своей конечной цели в зависимости от поставленной задачи. По пути следования суда, согласно рабочему плану, выгружают в намеченных пунктах определенное количество товара, а затем заполняют холодные трюмы известным во всем мире деликатесом – свежевыловленной северной рыбой. Мальчиков, получается, пути исследования начнет выгрузку сначала в Булунском районе, начиная с Сиктях, Кусюр и рыболовные участки до поселка Тикси. И уже по морю уже пойдет до Индигирки. Рыбу вылавливают местные рыболовецкие хозяйства, а Якут-Оптторг осуществляет перевозку до города Якутска. Таким образом, после разгрузки суда с севера возвращаются не порожняком, а с необходимой и дорогой продукцией. Навигация на арктических реках – это всегда сложности и риск, будь то шторм, обмеление рек или недооснащение портов необходимой технической составляющей. Работа эта трудная и требует от команды полной отдачи. После распада Советского Союза порты и техническая база Ленского речного пароходства пришли в упадок. Обеспечение севера с помощью Северного морского пути было прекращено. И вот спустя почти 20 лет Якут-Оптторг первый раз через Северный морской путь завез продовольственные товары в арктические районы Якутии. Сухогруз СТК-1012, принадлежащий компании, вышел из порта города Астрахань в августе 2022 года и уже в конце сентября прибыл в поселок Черский Нижнеколымского района, куда привез 730 тонн продовольствия, а также материалы для строительства 3 ТЛЦ в Колымской группе улусов. Для общества это действительно знаменательное событие.
как и для Якутии в целом. Ведь это возобновление перспективного пути завоза в северном районе, а значит и улучшение качества жизни местного населения. Смотря на цены Якутопторга, все-таки частники, они корректируют свои цены. Если они видят, что они уже не могут продать по тем. Но нам, покупателям, конечно, это же очень хорошо. Считаю, вот развитие Арктики, оно невозможно без развития снабжения продовольственными и промышленными товарами. Прекрасный магазин, прекрасные работники в спецодежде, в униформе, все улыбчивые, все приветливые. Просто прелесть они магазин. Всегда Якутопторг отличался тем, что у него цены отличаются в разы от того, что получается у нас в поселке. Поэтому процветание вашей организации, всех благ. Все строительные материалы и оборудование мы завезли по Северному морскому пути с речпорта в Астрахани. Особенности этого здания модульного заключаются в простом и быстром монтаже, что позволяет нам строить такие здания в кратчайшие сроки. После заполнения торгово-логистических центров продовольствием начинается другой этап – доставка товаров в труднодоступные места республики. Если раньше продукты доставлялись чартерными рейсами прямиком из Якутска, а после вертолетами Ми-8, так называемыми «зелеными рейсами», то сейчас основная задача по доставке легла на плечи малой авиации. Самолеты Ан-2 проявили себя как менее затратный и наиболее эффективный способ доставки. Ведь после ввода в эксплуатацию всего 2 ТЛЦ появилась возможность депонировать на складах большой объем продуктов, свежих овощей, фруктов, и уже оттуда загружать самолеты Ан-2 для доставки в отдаленные наслега. Если раньше доставка осуществлялась только в 19 наслегов, то сейчас их количество увеличилось до 42, и в планах компании в ближайшее время обеспечение всей арктической зоны Якутии. Местное население с огромной радостью и благодарностью встречает эти рейсы. Сегодня у нас радостный день. Летел самолет Ан-2. Мы очень рады. Мы все жители хотели бы видеть нашу авиацию не только что вертолетом, но и именно часто самолет. На сегодня компания «Якутопторг» является крупнейшим поставщиком продовольствия на север Якутии. Арктика и сейчас остается одним из самых перспективных регионов для развития нашей страны. После подписания документа об освоении арктического пространства России президентом Владимиром Владимировичем Путиным начался новый этап развития Севера. И в этом большом проекте свою уверенную нишу занимает акционерное общество «Якутопторг». Значение компании для населения невозможно переоценить. Общество не только осуществляет доставку продовольствия, но и способствует развитию сельского хозяйства в регионе. И это еще не все. В планах увеличение географии и объема доставки, дальнейшее улучшение качества грузоперевозок, снижение издержек. До 2024 года мы полностью покроем всю Арктику, все 13 арктических районов республики торгово-логистическими центрами. И вот это увеличение объема в разы является перспективой и стратегическим направлением в развитии предприятия. Наше предприятие в лице компании «Якутопторг». Команда «Якутопторга» с этим справится. Я считаю, что это очень высокопрофессиональный коллектив. Но вот это наша перспектива и наше основное направление деятельности на ближайшие 2 года. Самая высшая и абсолютная ценность – это человек, его жизнь, его мысли, его стремления и желания. Человек в Арктике, в этом суровом месте, всегда силен духом и умом. Ведь Север не прощает ошибок. Вне всяких сомнений, в компании «Якутопторг» работают профессионалы высокого класса. И пока такие люди работают здесь, она сможет постоянно совершенствоваться, динамично развиваться и успешно реализовывать поставленные правительством задачи, по праву занимая ведущее место среди снабженцев арктических районов. Мы с уверенностью смотрим в будущее и знаем, что якутская Арктика в надежных руках.